Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире еженедельное интервью главы Ингушетии Юнусбека Бамангиревича Ивкурова. Сергей Калыш, Юнусбек Бамангиревич. Алейкум салам. Начнем, наверное, с того, что 2 августа в России отметили День основания воздушно-десантных войск. В первую очередь хотелось бы вас поздравить с этим праздником. Вы возглавили торжественные мероприятия, посвященные этой дате, на мемориале памяти и славы. Там собралось большое количество людей, в том числе и почетные гости. В общем, мероприятие получилось очень красивым и запоминающимся. Поделитесь своими впечатлениями. То, что День воздушно-десантных войск отмечают не только в России и во всех бывших странах Советского Союза, во всем мире даже, потому что 2 августа мы видим и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, в Израиле, везде видим флаги ВДВ, и видим маргеловцев, как принято это говорить. Это как раз та гордость именно принадлежности тех, кто служил в ВДВ, к этому славному элитному роду войск. Этого стесняться не надо ни мне, как главе республики, ни тем ребятам, которые служили или служат уроженцам Ингушетии. Мы почему-то к этим таким событиям относимся так с какими-то такими не совсем пониманием, да, что это... Ну, если ты прослужил 2 года в ВДВ, там, или сейчас, если год в ВДВ, почему ты должен стесняться 2 августа выйти, там, это событие, отпраздновать или собраться с ребятами? Нормально, это хорошо. Этим еще и дух, и патриотизм воспитывается. Ну и плюс, чем больше ребят собирается, тем больше люди видят, сколько людей служат в таких элитных войсках Вооруженных сил России, как воздушно-десантные войска. И, конечно, я пользуюсь случаем, еще раз поздравляю всех ветеранов воздушно-десантных войск, действующих, кто служит, кто работает. У нас большое количество ребят, более 400 уроженцев Ингушетии сегодня уже, только сегодня, и служат в воздушно-десантных войсках как на срочной, так и на контрактной службе, учатся в воздушно-десантном училище. Поэтому это надо гордиться этим, это хорошо, это нормально. Весь наш батальон, который дислоцируется в Троицком гарнизоне, там большинство ребят уроженцев Ингушетии, наши земляки, это батальон специального назначения, который по принадлежности относится в том числе к системе воздушно-десантных войск, как прыгающий батальон, который совершает парашютные прыжки и выполняет задачи войск специального назначения. Поэтому тоже сегодня, да, они задачи выполняют как военная полиция, но тем не менее они именно предназначены изначально были для выполнения разведывательно-поисковых и разведзасадных задач против членов банд подполья, в том числе горной лесистой местности. Поэтому надо этим гордиться. 1 августа состоялось открытие нового отделения «Газпром» в Сунже. Вы приняли участие в открытии. Что вы скажете об этом объекте, об условиях, которые там созданы для сотрудников и клиентов, и как это отразится на платежеспособности? Мы по многочисленным обращениям граждан, я сам уезжал несколько раз там внезапно с этими проверками, и как бы мы там не проверяли, только строительство нового здания, новых терминалов могли бы там облегчить участь людей. Потому что старые помещения, здания, они, конечно, тяжелые. А потом мы обратились к руководству «Газпрома» с просьбой все-таки построить новые терминалы, новые здания. И сегодня мы еще не открыли, мы только открыли строительную часть. А сама работа этого терминала, она должна начаться до конца месяца. Потому что и оборудование, и людей перевести со старого здания – это процесс. Поэтому к концу августа и это здание, и в Малгобеке здание, они заработают полностью. Плюс у нас здание в Сунже и в Джейрахе. То есть до конца сентября у нас 4 таких современных хороших здания будут уже введены в строй, они уже построены. Но и это новые рабочие места, это условия, это совершенно хорошие условия для тех, кто там работает, начиная там от личных потребностей, заканчивая там рабочими потребностями. Ну и, конечно, для посетителей, для тех, кто ходит платить, там современные условия. Человеку не надо стоять в очереди, ждать там, а просто нажал кнопку, вытащил талон, дождал своей очереди и зашел, оплатил коммунальные платежи или другие там свои услуги и, пожалуйста, свободен. Поэтому это хорошо, и я надеюсь, что платежная дисциплина она будет уже на порядок выше.
четверг вы провели встречу с советником гендиректора акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» Нурали Резвановым, где говорилось о том, что корпорация окажет поддержку регионам СКФО в реализации инвестиционных проектов. О какой сумме идет речь и какие проекты Ингушетия сможет реализовать таким образом? Мы уже реализуем ряд проектов, если это в рамках корпорации развития Республики Ингушетия, который мы получаем средства через Министерство по делам Северного Кавказа. Это уже построенный завод алюминиевых профилей в Али-Юрте. И там же планируем следующее предприятие на базе этого завода построить. Это уже реализуемый проект птицекомплекс Южный. И дальше тоже нарастим. И плюс ряд других проектов, в том числе и по асфальтобетонному направлению, и по кирпичному направлению. Поэтому здесь мы видим поддержку именно Кавказа, в целом корпорации. И те задачи, которые стояли, и те средства, которые были выделены, как они освоены или осваиваются, как эти задачи выполняются, об этом был разговор с советником. Ну, в принципе, мы идем в плановом режиме, у нас срывов нет. Плюс уже чисто по линии корпорации развития Северного Кавказа у нас финансируется и поддерживается агрокомплекс Сунжа, это тепличное хозяйство. И там идет все планово. До конца года все средства, которые были выделены, будут освоены. И на следующий год заложены порядка 8 проектов. Из них, я думаю, там 2 или 3 проекта пройдут на общую сумму до 500 миллионов рублей. На встрече с управляющим регионального отделения Пенсионного фонда Исламом Сайнароевым вы обсудили итоги проведения перерасчета страховых пенсий, работающих в республике пенсионеров. Какую прибавку получат наши пенсионеры? Ну, там надо учитывать, и на сайте Пенсионного фонда правильно прописано, надо почитать людям, что такое перерасчет. Почему? Потому что многие путают августовский перерасчет с декабрьским перерасчетом. С учетом годовой инфляции, там для всех пенсионеров есть перерасчет, и там какая-то сумма добавляется. А сейчас, который перерасчет, это для отдельной категории пенсионеров. Поэтому здесь я просил бы людей правильно это все услышать, и кто этого не знает, просто выйти на сайт Пенсионного фонда, почитать, о чем идет речь. Ну, пенсионеры, в принципе, все это знают, но тем не менее, кто-то может там неправильно понять, они подумают, что сегодня какие-то перерасчеты пошли и какие-то деньги повысят. Там сумма, она от 200 до 400 или до 700 рублей, которые там с каждым годом накапливаются и повышается в той или иной степени по пенсионерам. Поэтому вот об этом был доклад, ну и в целом о выполнении обязательств Пенсионного фонда в целом перед пенсионерами. Я должен сказать, что те постоянные жалобы людей, которые были раньше, они сегодня вообще там, когда слушаем уполномоченного по правам человека, у нас Пенсионный фонд по жалобам, работа Пенсионного фонда, ну, где-то на последних позициях. Поэтому это хорошая работа руководства Пенсионного фонда и в целом Пенсионного фонда республики. Ну, на встрече с главой администрации Сунжинского района вы дали поручение разработать в республике 5-летний план облагораживания непрезентабельных объектов, предназначенных для общественного использования. Почему было принято решение начать разработку этой программы именно вот с Сунжинского района? Ну, во-первых, я поздравлял главу района с 60-летием, и в рамках поздравлений, в том числе, заслушал его доклад, в том числе и по налогам. Там идет рост на 20%, но все равно, нам кажется, потенциал слишком низкий. Ну и в рамках схода в сельском поселении Алхасты, посещая село и посещая некоторые объекты, я увидел объект, который там советского времени, база, тоже, то ли высшее хранилище, то ли еще какой-то объект советского времени, который использовался, находится в частных руках, не облагорожен, не обустроен, и, ну, как типа Али-Юртовского сокового завода. То есть является для некоторой части молодежи села таким забегаловкой. И, конечно, увидев это и понимая, что по закону это так нельзя, я тогда принял решение, а сейчас я озвучил главе района, чтобы это был пилотный проект по Сунжинскому району. Мы сейчас изучим. Это не только объекты.
У нас много земель, которые не используются, люди получили. Каждый объект, каждая земля, все, что дается в аренду, в том числе на бессрочную аренду, с конкретными задачами. Вот человек, который берет на себя, он писал, для чего он хочет это все использовать. И если человек не использует по назначению, то государство обязано принимать определенные меры. Да, мы эту задачу не решим, не заставим человека что-то там делать за 1 год, поэтому эта программа должна быть 5-летняя. То есть в течение 5 лет мы сейчас заслушаем, там, в течение, там, я думаю, 2 месяцев хватит для главы района эту задачу выполнить по району. Мы заслушаем его, после этого будет задача поставлена всем главам муниципальных образований. Потому что и в Магасе, если вы видите, современные даже стройки, которые начали строить там 2 года или год назад, они заморозились сегодня. Никто ничего не продолжает строить. Все ждут, когда где-то деньги там свыше им посыпятся. Или все ждут, когда жители начнут у них в долг покупать эти квартиры в рассрочку. Этого нельзя делать. Люди должны или кредиты брать, люди должны или в долг деньги брать. Но каким-то образом надо завершать те объекты, которые начаты. И мы, конечно, по ряду объектов будем требовать исполнения. По ряду объектов будем смотреть, в том числе, какие налоги платились и почему имущественный налог платился такой маленький, а не такой. И будем отыгрывать назад эти вещи. И по ряду объектов мы будем через суд изымать их, выставляя на конкурс и отдавая это в другие руки, которые могут там что-то сделать. Потому что не может быть там ни в Волхостах, там, ни в Яндере, ни в другом месте, когда база стоять, якобы когда-то после Советского Союза, там, развала Советского Союза, в период безвластия кто-то себе, пользуясь служебным положением, прихватил это все, или там, пользуясь тем, что у него деньги были. Оно сегодня стоит там, бездействует. То же самое я уже говорил не раз уже по рынкам, которые есть в республике. Потому что когда человек там первый год работает и не может там благоустроить и зарабатывать деньги, что-то делать, это одно. Когда человек там 20 лет держит рынок и там не думает о людях, которые там торгуют и зимой, и летом, там, под холодом, под дождем, снегом там, или под солнцем, и не создает современных условий. И для посетителей тоже не создает никаких условий. Он только все, что зарабатывает, себе в карман, себе там что-то строит, в Москве что-то покупает, а здесь, в республике, ни о чем не думает. Здесь тоже будет эта тема, но она будет законная тема, и по закону мы будем эти все вещи, в этих вещах во всех наводить порядок. 1 августа судебная система Ингушетии отметила 24-летие со дня своего образования. Как вы считаете, за эти годы какого уровня достигла наша судебная система? Современного уровня. Мы сегодня, судебная власть республики, она интегрирована в судебную систему всей страны. И председатель Верховного суда более чем уважаемый в коллегии Верховного суда России и непосредственно в аппарате Верховного суда России и среди северокавказских там коллег. Поэтому у нас наши и судьи сегодня, они более чем принципиальны, выполняют свои обязанности. Понятно, что судебная ветвь власти, судебная система, она такая, что всегда, не вынося решения в пользу кого-то, и если это решение не в пользу того или иного человека, или там организации, или системы, есть недовольны. Это понятно, но когда в рамках закона Российской Федерации решение выносится, никто не имеет права там претендовать на какие-то там согласия, несогласия. Но хотя и апелляцию подают, и обращение по инстанциям вверх, в том числе Верховного суда России. Но я скажу, что мы буквально там обсуждали с председателем Верховного суда Республики минимальное количество отыгранных назад дел. То есть это говорит о том, что все-таки судьи в рамках правового поля России работают грамотно и профессионально. Поэтому я их тоже пользуюсь случаем, и их, и ветеранов, и тех, кто стоял у истоков самой судебной системы. Конечно, сегодня поздравляю, желаю успехов и во всех делах и начинаниях, ну и, конечно, семейного благополучия. 8 августа в Саудовскую Аравию из Ингушетии отправится первая группа паломников. Стало известно, что лайнер, на котором отправятся паломники, будет особенным, именным. Все ли у нас готово к отправке паломников? Ну, во-первых, лайнер, он особенно именно первый, который полетит. Это такой самый, наверное, среди Боингов большой там, по емкости лайнер. Это на 160 человек, кажется. ЮТР и по нашей просьбе руководство ЮТР пошло нам навстречу.
Этот лайнер назван именем первого героя России Суланбека Асканова. Этот лайнер как раз повезет наших паломников первый рейс. Да, все готово, паспорта, все готово, все буквально готово. Там ко мне обращаются некоторые товарищи, жители о том, что их не пускают на хадж, потому что они там кому-то помощь оказывают, поддерживают, там, или кормят, там, или не кормят. Я просто просил бы, вот эти обращения ко мне, они не дадут ничего, потому что есть для этого управление по делам религии, есть помощь советникам по делам религии. Если я всю эту работу буду на себя забирать, то тогда мне надо от этих институтов отказаться. В том числе есть комитет по хаджу. И я бы не хотел в эти вещи вмешиваться, потому что когда я буду навязывать руководителю комитета по хаджу там, или кому-то того или иного человека, который должен там поехать и что-то делать, я тогда бью по рукам. Он там отвечает, ему там виднее, ему комфортнее, с кем работать, это он должен определить. Я прошу это всех правильно понять. И тем более, если сегодня, в этом году кто-то оказал помощь в этом деле, это не значит, что в следующем году этот человек должен поехать оказывать помощь. Дайте другим тоже получить там благо от Всевышнего там, в вечном мире, там, тоже оказать какую-то помощь, там, саадахка, пабалхалита, хамаш, разные вещи есть. Поэтому здесь я просил бы это правильно понять. Это одно. И второе, конечно, я там ставил задачу, чтобы брошюрки они были более понятны. Если в этом году уже не успею сделать, но тем не менее мы на следующий год обязательно разработаем. И я, не дожидаясь до следующего года, дал команду буквально там, в течение 3 месяцев разработать вариант вот этого справочника по хаджу, чтобы мы отдельно расписали вот те этапы. Вот с этого момента начинается мероприятие, не полеты туда, не что такое хадж, там, теоретическая часть, что человек может читать там везде, а вот откуда он начинает уже работать. Чтобы это было не словами прописано, а схематично, кубиками, квадратиками, пошагово на каждой странице, чтобы сделать вот что-то побольше, чтобы все-таки люди тоже обращаются по этому поводу, чтобы больше разъяснить. Тем более, когда у людей не такое зрение, чтобы мелким шрифтом не было, а чтобы покрасивее, чтобы наглядно это было, чтобы это все было. Еще один вопрос, то, что я сейчас скажу, там для жителей касается. Там я, слушая тоже, к своему удивлению, узнал, что якобы судебные приставы кому-то там простили какие-то долги по ЖКХ, и дали им разрешение на вылет. Я прошу жителей понимать правильно, во-первых, этого делать нельзя, и не имеет судебный пристав права или там комитет по хаджу или кто-либо делать, кому-то там отменять. Это все решается через компьютер, причем в компьютерной базе данных все находятся. И пограничник, который на границе стоит, он видит у себя на базе, красный там высвечивается человек, он не будет даже разговаривать, там судебный пристав разрешил, еще кто-то. Он просто завернет назад. У него нет таких полномочий, это обсуждать вопросы. Он просто человека, у кого там красный высветил, сразу заворачивает назад. Потом прошу это правильно понять. Там руководитель пограничного управления тоже предупредил, сказал, что уже 7-го уже будет поздно. Поэтому постарайтесь там 6 числа все свои вопросы закрыть. И жители, конечно, должны... Вопрос там, когда говорят, у нас спорный вопрос, но если у вас спорный вопрос, то вы тогда не вылетите на хадж, потому что вас вычеркнут, вас не пропустят через границу. Поэтому прошу, если кто-то считает, что завышены долги, теперь уже спорить у вас нет времени уж точно. Потому что вы должны через компьютер, вас должны снять с компьютерной базы данных. Ни я, никто вам не поможет. Платите тот долг, который есть, который даже если вы считаете, что он не завышен. А потом уже отдельно, когда с хаджа вернетесь, давайте работать по этим долгам, чтобы тогда вы уже в текущем, если признают, что вы правы, то газовая компания с вас будет меньше брать там, и этим самым списывать вот тот долг, который вы заплатили. Но сегодня уже спорить бесполезно, спорить поздно. И то, что там было сказано, что 9 или 6 там простили, 91 так, это не пройдет. Я сразу говорю, идите, сразу же договаривайтесь, решайте эти вопросы. И рассчитывайте, берите бланки и добивайтесь того, чтобы вас базы данных вычеркнули. Я эту задачу поставил и главе администрации, и руководителю комитета по хаджу. Всем поставлена задачу, но жителей я просил бы все-таки самим лично беспокоиться, понимать, где вы есть, а не так, что придя на границу, обижаться, ругаться, и так далее. Это очень бесполезно.
Ну, еще, конечно, одна просьба ко всем жителям. Мы сколько бы ни говорили, все равно человеческий фактор, он преобладает. Ну, попросил бы все-таки, выезжая на хадж, не лезть в аэропорт на частных машинах. Я вчера очень жестко предупредил, потому что в прошлом году я этот бардак видел. Я очень жестко предупредил и руководителя аэропорта, и тех, кто там стоят на постах. Вот я старика хочу, но у всех есть старики, все одинаковые, все равны. Ну, все равны, давайте не выделять. И все являются, я уже сказал там, вот если бы я сам летел в хаджи, я, честно говоря, сам бы тоже пошел бы там через эту автостанцию, сел бы и поехал бы как паломник. Все паломники, нет там старших, младших, высоких, низких, все паломники. Я понимаю, если бы пешком надо было бы идти, мы бы так же, как и в Мекке, в Медине, там придумали бы схему, или каталки, там, или там на машинах довезли бы. Ну, сейчас привезите их на автовокзал, как мы там определяем. Там Далкоблы-Сахдол, там человек взял на себя, там, потому что и напоить, и накормить, если это надо. Вы привезите их на автовокзал, там их сажаете всех в автобус, там все попрошайтесь, и пускай везут в аэропорт и сажают его там уже пропускать, потому что там уже времени не будет. Тем более со всеми стариками, которых мы отправляем, там родственник отправляет там кого-то сопровождающего. Никого нет без сопровождающих. А если нет сопровождающих, там есть люди, которые в аэропорте в этом помогут. Ну и плюс, конечно, и на автовокзал я просил бы не ехать всем, не ехать колоннами. Ну, просто где-то это показуха во многих случаях, где-то это, ну, попрощайтесь в Назране, попрощайтесь там в Малгобеке, попрощайтесь, не создавайте неудобства. Сорды можем дагать, тоже мулел делать. Просто делал что-то, обязательно надо 10 машин проехать, кого-то провожать в автовокзал и стоять там, пока этот автобус не поедет. Ну, не делайте этого. Вы создаете большие-большие неудобства. Как-то вот подтеситесь к этому, бусл нагму халаши, футтерна дешсана, бусл нагдали, ламазмар долждали, хажалди, двакаждали, не только тот, кто хажалди вуджу, он наквак вуджу, я понимаю, на одной машине поехали, отвезли его. Ну, что вы там все толпой едете? И все, и забиваете дороги. Сордом уж дуат, рыбы ты жалеешь, гарьешь. Как будто вот футтерешься. Так, масляная рыба ты ждука. Хажал где воду, чина, цинга, камень хатер халатистох. Поэтому здесь я просил бы все-таки азиат чинга, адляч, масляная ладьи, меньше ездить туда даже на автовокзал. Потому что у нас все условия созданы, автобусы собираются, всех везут туда. Нет, все собирают туда, на машинах приехать. Дуахкала машин, хайдика, ходука, рослый, азмачидвы там кусер. Просто делайте от начала до конца. Но и особо, гала металли, валашал, че хажалди болгажби, бахкабрж, дай на ной шаг дир хударса. Шам бартигучсан, что дикая машин чихайши, خواهی ماشین تیه یا حدوق کبوت و یه شام برچی گوشتن برگ گوشتن دال دکتر دادر بیش دو قامدیش صبر دیلش نظرانی площадь согласия حتی گولش автобусе сетиш датве датхави дали чего да у сего госа все социальный Махмуд Иса сагвисут сопровождаешь его все мы поехали дали что чего чего пишет загарбрыш как будто барчи гуштан схайт теш так сигналы же есть, так машин жнякат акпус, так ерду, вожду, ну кездок имана, ездила, кездок вулака, хажалди должен мудивы, бадр должен мучтвы. Масса суака дитят, излучать, все равно возгор табук. Окшар дал и андали, тикаче, телевидение, масса даян лахтаж да, телевидение, хата баш, что с харсу лелирж. Харса машина, телевидение, хата баш, просто телевидение хавоку докаешь. Сделала на хуболыш, хотя бы через это. Все, дегры худорсы, докташу. Ну, и всякого алыш, он что, через хажал, да, когда отдельно достал, сказал, дал яндали, хахули, цахули, баргжинак баба, вот хабаржинак баба. Но ценяка долго чана, через дакая чиж долж, да, что уже такан, че нигит долж, хажал ди, нигит долж, кядж даже уже, кядж кеш дала уже нигит должен быть еще. уже ханц уже шей иман кешти кадол хам кешти кадок يغض دوات قدر هم هداش هني على شيء ديش عشان حيوان عشان الحجر ناقد حدات على شيء شيء تفونا دوخ كورزا واقعي غير بتجديتي يغز وجي حجر دوخ ديتي
خدوا уже تاخن хайдех кешли, хай иман кешли, хай сабр кешли, хай борс кешли, тахан кешли. Не просто тормие там, то борцы, а чар дега хай кешли хай, схожила, схожцен ходолш. Первое, да, да, кяж заштилачи, как вы там это делаете, может, горю аж, ирдача. И именно схожил задолго, машина шатолхве или автобус, нагацадовые или отдельные. Это первое испытание. Это задолго делать, холмучится сади. На вашей встрече с председателем комитета по туризму было отмечено, что в этом году количество туристов, посетивших Ингушетию за первое полугодие, уже превысило цифру за весь прошлый год. Каким образом будет развиваться туристическое направление в регионе дальше и какие проекты планируются в ближайшее время? Мы сегодня с министром спорта обсуждали вопрос по протоколу совещания у вице-премьера Ольги Юрьевны Голодец по строительству альпийского лагеря Киази и по спортивной базе Мужичи. Я почему говорю про эти спортивные объекты? Если когда мы это завершим, это будет такой колоссальный поток туристов, особенно альпинистов, именно в горной части Ингушетии. Второе, это, конечно, совершенствование той базы сегодня, которая есть. Третье, наращивание потенциала гостевого туризма, народного промысла, дикого туризма. Сегодня, если мы на какой-то степени смотивировали людей, чтобы выезжали в выходные, другие дни в горную часть, то мы должны сейчас уже другие вещи, другие там площадки для них создавать, чтобы люди приезжали не просто приехали, уехали, а еще с ночевками оставались в горах. Вот эти вещи. Ну и плюс там какие-то такие, пока мы не показываем, куда люди, просто мы общепринятые, есть эгикал, там вовнушки, там еще другие. А надо уже на другие вещи открывать глаза людям. Есть много там площадок, где люди могут приехать. Даже легендировать надо где-то таким образом, чтобы заманить больше людей. Вот такие вещи. И плюс я еще раз повторяю, что спасибо и жителям, особенно Асинского ущелья, многие туристы иногородние говорят, там машина заглохла или что-то случилось, тут же подходит, помогает, оказывает помощь, что ее бесплатно. И ремонте бесплатно, вот это я сделал. Поэтому ну, конечно, это надо наращивать тоже. И продаются дрова. Опять же, удобно. Кто-то нашел себе эту нишу, и дрова продает, и всем удобно. Ну, конечно, там, особенно нашим жителям, надо максимально себя приучить к тому, опять же, сделал адали, волок адали, яхьёл ждали, камен яхьёл ждали. Я конор мусор течь футтерина двой, веш двой, а вот мусорный бак яцан и разва акосайли, мусор аказа цаваром, яхьёсник бах штхатсун, акус чамбекм бакалж, но сун штхат ханялш, какая раз хайцах аз мусор акос или лам вайцадак. Вайдай бягавай моткмиз, колыбель нашим вояжбез. Поэтому сувола хакезок зачастую следить, порядка следить раз. Вы заслушали доклад министра спорта по строительству стадиона, который нам подарил глава государства Владимир Путин, новый стадион. Какие шаги делаются в этом направлении? Ну, сейчас нам надо, мы сегодня обсудили, проекты посмотрели, я попросил тоже дал поручение министру спорта, чтобы все-таки на конкурс выставил, чтобы люди хотя бы посмотрели в течение недели, там, что планируем, что хотим. И, хорошие проекты есть там, но надо посмотреть. И плюс готовый проект мы берем в Минспорте России. Нам надо его только привязать, найти тот институт проектный, который этот проект делал уже готовый, с ними уже договориться, через конкурс уже начать уже и представить к концу года проект Министерства спорта Российской Федерации. По землеотводу, по всем этим задачам мы уже выполнили. И защитить этот проект в главгосэкспертизе и уже со следующего года уже претендовать на то, чтобы
получить средства. Сейчас самая главная задача – это проектно-изыскательская работа. Затронем тему социальных сетей. В социальных сетях, в частности в YouTube, размещаются в последнее время информация, видеоролики по поводу Национальной библиотеки строительства. Также есть обращение юристов по поводу предстоящих выборов главы республики. Как вы прокомментируете эти явления? Ну, я читаю эти все вещи, потому что мне пресс-служба докладывает периодически. Ну, первое, скажу, там, обращение по Национальной библиотеке, открытое письмо парламенту, там, Мариам Яндеева написала по линии там, того, что именно Далгештолт Джамалдин Яндеева названа библиотека национальная. И почему не в Магасе, почему в Сунже? Ну, во-первых, еще раз говорю, территориальная планировка, она идет не привязана конкретно к одному Магасу или к Назраде. Нас надо развивать другие регионы. Это раз. Второе, национальная библиотека находится в Сунже. Тем более мы национальную библиотеку планируем построить в таком самом красивом, хорошем месте. Это на выезде с аэропорта, с левой стороны, это там хорошая там площадка. Ну, в-третьих, нам надо город Сунжи развивать. Поэтому здесь ничего в этом сверхъестественного нет. И это можно было бы мне вопрос задать, я бы ответил на этот вопрос. Поэтому я думаю, что и Марьям это все понимает. И здесь нет такого там, почему там, почему не здесь. Ну, и из-за таких обращений, конечно, мы свое там мнение не меняем. Тем более по этому поводу обращения у нас есть не только по библиотеке, а вообще по этим объектам обращения есть там депутатского совета, там горсовета, в плане того, что все-таки больше объектов строить там таких направлений, такого направления в городе Сунжи, чтобы его не только в Сунжи, но и в Малгобеке, в Карабулаке. Поэтому мы должны смотреть там, где это строить, а не затягивать все в город Магас. Это одно. А то, что там группа молодых юристов по итогам, по выборам или по каким-то вопросам обращается, ну, или там конференция общественных организаций, там тоже, опять же, привязана к выборам. Но я повторяю еще раз, все эти люди, они известные, кто-то где-то когда-то раньше работал, и мы все понимаем цену вот такого сердоболия в этих людей, в том числе, что они там вот обращаются, вот такой там. Поэтому здесь надо просто, здесь же молодые юристы, там они там известны, там люди, кто где когда-то находился. Имеют они право обращаться. Парламент у нас открытый, и парламент уже ответил. Поэтому в этом ничего здесь нет сверхъестественного. Это политика, это демократия, пожалуйста. Единственное, я что просил бы, что с той, что с этой стороны, с любой стороны, всегда понимать, что когда вы в ютубах это все выкладываете, появляется группа комментаторов, которые совершенно не являются, потому что жителями Ингушетии, хоть они грамотно пишут на ингушском языке, они не являются жителями Ингушетии, может быть, там в других регионах. Могут быть тролли где-то. Ну, надо понимать, что под вашими этими делами появляются вот такие вот негативного там содержания комментарии. Поэтому прежде чем это в Ютубе закладывать там, и для популяризации себя хорошего, в кавычках, надо думать об этом, что там в Ютубе напишут там в комментариях. А второе, конечно, воздерживать от каких-то там личных там или других там оскорблений. Потому что я всегда считал и считаю, не только я, наши предки это говорили, Далгенджон устазы, что ценлатыжды, дишашна хаяжды, хай кириш доллар мара багахарды дат. А кириш доллар хаммалада, в чем это смысл? Хай да, знаю, скертиш он аштелер дакс. Вот там да уж ходит тебе, может быть живоли, наха, я работаю нагам, хайданан ва абутер. Они алч хада знаю, что скертиш аштеладите, тархош нам я видите, лучше мечтать. Вот там кайрак молож вали, узж молож, хани сидуадва. Я дуаду цант. Хай тагрня хадяна сидуади жука. Силордите могу жука. Так, я сделал дуа, скамял дуцержби. Уже в первую очередь, цему чама да армию волчан, командир Уоллерс, там опытный командир вали замполит, царь Уоллерс, как родители воспитали, такое по жизни идет. Кошмар халат, док барг жмудиш хамаш. Я сделал халдез, любой хамайки, мой дитсадер да сапчакях, калзаку саинчан. Цунехи это цунехи ахейн. Амял лучше, что у власти савалари, кавалари, жнака вода да я таханался город Ириша, зайда лелушубар. Малах халдеза
فوتري قمنا شي تيبنا شي تغنا شي ديانا ملا فوتري خلاص تخلص جايخ أرجينا اسقم يالدوت. Во-первых, ханик дуцуаш малиис. Просто сказал халырмар малиис. Шуг датис малов и хорошо дисруаш дадиалрис. Здесь мы садим интернет. Куаню ломи шуана шейтяхина шейтяхинтяхдет дол хамар синдлевдуаш. Зачем? Харсо юстимигиас, хамар лелдимигиас. Политики читал шудуаки, жбали, кабаржбали. Ну не таким образом. Не таким образом. Масса совещаний жмы, общественная организация школы, молодежь организация. Чиж хабя как сук хасан алцам. Вы хамачах хадяки, архиши, сделала камелдус, сделала дуасы камелдуси, сости возможность мы, духу возможность. Дусы может сделала дуас камел. На багач хавин ахин хаволи сделала камелдус, хай астхориаж без хай тяжкаш, хай делала нян лархажи. Сделала камелдус, а ян шопроса. Угора сделала дуаш хамхар дуал, тогда понятно. Ага, угод зерлошка йоха, угод зердиат йоха, угод зердиат. Хал, хат, аз жох под душам. Соболи, любой политик вали. Но такими путями, харцой ютиш, иш камел ютиш, война дук путях диас ждакан сабчака их аята, жнах чар шкамел десят. Муж йох, мучай, сабчак мучай. Шариат не буснул до муча. Вот как можно? Вы бахка на муча, сапчак мучай. Может, то алцинга, хабахаш нага, наши старики не знают, что такое, они заблудились. Может, анекдот скамял. Эх, это ти, да хамаш дес. А же нага, таган, просто даже галат дуаш хамхул. Дук куча элбер, жнага фадидиш бар после этого, да, тол дандар то, галат дандер. Бакка на масу канти долуштхун цансагу яндацар. То есть они считают, что они правы. Церге азяр цар кэтто цамди цар шей хакал хаджа ответ муди цар куан ломо интернет душ муди цар камял масу. Аз ягар церге аждат. Хотя шкитеш бакабр жой мастагыбат. Но аз ягар да цантих бол бяк богчани Сантьях был бизнес болчари. Хат. Это собьетич. Это ханяк я. Хорошо. Сиган сам родина ери мадариха. Ухах фадат. Ну спросите у него. А за старжу агас. Уж фадеш ханом сиган сам родина. Да. Баргимасным болжим биж. Просто حالسك ملا ما أمدر ح قناع ميوه سق ميوه إلتركيت دول جتاق دير دول سق ميوه خلاص كأي آية ملا ما أمدر سندي هذا عايز حين فتري والرها حين فداق والرها اللي ну что фото диан держит хаз просто объясни мне как это можно вообще как это можно خلاص كأي آية تأجمع كمل جلوس تقعد داستان حلقة تها وداج دي تعدس وين أزمو حما فذكرت دخلت أخت وين أخت يجداس تحوي أحتاج سام نتوش تحتور بيك بحكر ده تحتور داس انت صار يار تحتور داس بيك بحكر ده أنا هو не просто أختي هو قام представлять غلا مقبول شادي من ينقوش كمل مش حوالي يكون الجوب ده الناس أتحق ملا ما عند هني سادوس كمل الملوث حاجة دقيقة هون ريون حيالية هون يردية هون وي هنت سدوس جقام على مشتد يريح كشيخ يديشة عالمسك мировой известный. И вот она сейчас после этого разговора должна распечатать какую-то методику, чтобы наших стариков научить мышт ламызди, мышт маркабдис, молот мадиш, зикр мади, ермади. Вот его понимать такое, я так понимаю. За бахкашна это ходишь оскорбление здесь. Вот что жоптан даст. Чуден даст жоп. Сентях чечилят очерден даст. Камел дучма хамдац. Поэтому чхади это самое шигал дендали хагата. Да он тейпшна тейпна элджим хаштар. Лок тейп мди, сделай тейп мди. А измо сак хагучвалч. Хагул бали тейпна хавелукус. Хо пачахал бизнес халпа. يرخل بين بالبا يرخل يرخل غواس وتيبن سيدو أديش كم سيدو أديجم. واش نور أخذ سرعان شو في حمل مخلي تيبو
мушталцы сам. До сих пор цецван хамды не цяшваш, не бақачар, не замачар, не қуачар, гәргілчар. Чубул қахмен дәт. Замзы ғалат биян вартқа ер, штхандар қоз. Бекін бақылы, шқантер далыжан. Сөгу хамен дәт. Құлыш мұчқылыш хамар. Қуан юлом итақ, цинтихи мұштқалиес. Ер что вали, вот цинтихи мұштқалиес так. Вы стаған соц бубай, вы цан бекцы бақы, вы багдар дәтуали. Да, имеют право обращаться, имеют, это все делать имеют. Ну, ходящее обращение, что она шашт, ответ мала дуада. Просто интернет, а что обращение, жду камди доктор, я шкамел до школы, да, хандарис, она шина кана обращение, должен обращение к войнахам или отца за границей. А хамалов к войнахам обращаться где? Эх, хакият, эх, хавук, лар хавук хай. Эх, бяка, хаст хавук, ай была, нек хавук. Малов к войнахам обращаться где? حنو بقوا ينيان ملا لريحة ملا فت عدير قد عيغة حوق تحمق حوق حمداس نو أبرشايت كويناخم دوح قمال دوتش بتوم جناغ صوت بباسج عادل صوت بيشوش باسج قامن باغ ناغ أبشيس من ناغ تار بيك باقش особенно تسغر تيب الناغ تار بيك باقش داش صوت بيش حمدوس خل حمدوين ну, قام تقول حمداس بتوم تسغر دير قدرس قايغ زودير حمداس از يال شحن وداس يا قنور ستان بتشع وان مياتس بي خذ مجتس حماج فتواج لودر ده حمين مالله قشعر حمين سقا يخي اغن سيد بورياسكي ولا حتشين ياغش يا قنور سانشين كده قالسك اوزي سايلاري وجا تنيخي باش خبرقش الشيخ ياش تدوش لادوش باقي نجيله اجنخ سيد بورياسكي حتشين بخشده امدلا دوقع املا وقت صح شيخ ويا اخيشا نغ بوابيش ثم يا حدش دبغر صح شيخ ويا صح بوصل بسق ويا مچار اسودت ديتا ناكو دا этапе цицага шкайбиш божмунах слом вот исторический слом я шампулус ехал сломало что-то خلي شو جالس قام يقي خلي شو حماج مشتش ويا ازمو حم حقلتشم حاروا уже мохкал вдвага уже قلاشقا خلو جمهور الموسك انا برот нага يقي таган احتيجا جوجو يوتيوب ачып болуш обращение ваш камал фдвайца дикде азм сам таган во кван хугвас кавар хугу цак хугу но хаягышан дер конор хамыягышан شن بيرشت استهدتش از دو دهشان شن بيرشت استهدتش قان لهم ازبعنتي شن بيري يقي دو خلوج غلاش ديسلشان جو محمد ديسل يشوج داس دال خواستما поэтому تاغن شكون خي مو حيته داغن يردر تون يردي دوكرتو قندير دولشتو ايش قمل ديسترو الحمد لله غلط شي غلط كوش تاقمدي اذا كون غلمدي شي غلط خنسغا كوش تاق قندير نقندير بار. Еще пару вопросов. Через месяц буквально начинается новый учебный год. В Ингушетии проводится ежегодная благотворительная акция «Сейчас собери ребенка в школу». Каким образом отбираются дети для оказания помощи? Вы от тебя списки. Всякий баш, имамышки списки, всякий баш, ментруди списки. В первую очередь, азианер, да, таган бой даш, нан балхвятшиш, нан чумог жолш, хамдолш. Халдаш, биржди, в первую очередь им помочь. цану. Ишуалла це інвалідіж де вябежді, це набали цану қосылды. Эдис деур худысы там инвалидиш бер инвалид дали це наға şey Rus dolu şam dojna badal qabul dolt Ruska. Цаны нард бякжы баркал дәрә салтугдак должды. Датш налилжан нард дабыгыт хайс мгерт шамаш. Дук хамчытыс, дук ахштас но вообще хагулдыш дук ахшолцо, дук хамполцо. Вай ошар дал эндели эзервали, шезервали, қозервали эз Мухаммад давен бериш ноқосылды. Но асхан датяны тухиж дагар 1 сентября тухиш датяны камалж ардах диш хамдас гос. Это чисто гуманитарная акция для того, чтобы на гедух ноқосылды и з ноқосылды конечно фонды же кабарыштаны гедух мелбақышош. И последний вопрос. 27 июля вы поздравили выпускников с отличием, окончивших школы республики.
Это мероприятие было для них вдвойне знаковым, поскольку получить золотые медали с рук главы Ингушетии, наверное, дорогого стоит. Я рад, что у нас хорошие ребятишки. Рад, что все-таки мы свели к тому, что золотая медаль, она должна получаться только после сдачи единого госэкзамена, по итогам сдачи единого госэкзамена. Потому что было очень странно, когда золотой медалист провалил ЕГЭ, единый госэкзамен. Как-то не вязалось это все. И вот это провалы, конечно, в нашем министерстве тоже были какие-то. Поэтому сегодня это все выровнялось, сегодня все справедливо. Кто-то там говорит, что незаконно, законно получили. Хотя перепроверка некоторых медалистов показала, что все заслуженно получили медали. У нас такие ребятишки есть грамотные, толковые. Но это не говорит о том, что не золотые медалисты, они там неграмотные. Нет, конечно. Всем успехов, все должны работать. И сегодня у каждого есть возможность оправдать доверие, которое им оказали и родители, и школа, и директор школы, и педагоги. Ну и, конечно, на примере вот этих золотых медалистов всем остальных пытаться подтянуться под это дело. Но самое главное, еще раз повторяю, родители должны ребенка учить не с первого класса, не с детского садика, а прямо с рождения приучать его к тому, что кем они хотят этого ребенка. А не так, что смотреть по сторонам и увидели человека в форме, а вот он курсант хукой, увидели космонавта, вот космонавт хукой. Так не бывает. Учите его с с детских лет, и тогда из него получится или отличник, или хорошист, но получится тот, кого вы хотите в нем видеть. Баркал. Узбек Амангереевич, на этом все. Благодарю вас за это. Баркал Диарясов. Уважаемые телезрители, вы смотрели еженедельное интервью главы Ингушетии Юнузбека Бамангереевича Евкурова. Всего доброго.